Здравствуйте, уважаемые зрители нашего подкаста. Это уже 14-й эпизод, и сегодня у нас в гостях бывший соцпедагог и нынешний логопед нашей школы Анна Боровкова. Здравствуйте, всем привет. Анна очень стеснялась перед приходом к нам на подкаст, но мы пообещали, что у нас будет очень дружелюбная, хорошая атмосфера, поэтому все будет замечательно. Поэтому не о чем переживать, никаких жестких каверзных вопросов, наверное, не будет. Вот. Ну, давайте начнем с классики. Как вы решили пойти работать в школу? Ну, на самом деле, я всегда рассказываю эту историю и ученикам тоже, и коллегам, что я случайно здесь оказалась, это правда. Получилось так, что я работала в реабилитационном центре, я поняла, что это не совсем мое, то есть не совсем подходит мне именно вот работа с таким слоем населения, скажем так. И я начала искать, в принципе, работу, отправлять CV в разные места. И на тот момент у нас был в школе директор Андрей Анатольевич. Андрей Анатольевич Канта, я отправила CV в другую его школу, где он был исполняющий обязанности директора на должности логопеда, но получилось так, что моя коллега, ей была Анна Рерон, она у вас была уже в подкасте, ей было очень сложно, и она уже собиралась уходить из этой школы, и они договорились, что найдут второго человека. Ну, так как Андрей Анатольевич увидел, что у меня в CV, что у меня есть образование соответствующее, и решили мне предложить. Я пришла сюда на собеседование, Анна мне рассказала, как будет все сложно, я думаю, мое, беру, конечно же, это, потому что, южно-нашистский максимализм все равно во мне сыграл, скажем так, свою ношу. И я осталась, по сей день здесь работать. Мне нравится, и уходить куда-то я бы, наверное, если бы мне не нравилось, я бы уже давно ушла. Угу. И получается, какой стаж уже работы? Я работаю здесь 4-й год, но летом я пошла все-таки попробоваться еще раз в реабилитационный центр. Я отработала, наверное, месяца 2, но я поняла, что для меня это совсем не тот момент. Я уже пошла работать логопедом. Там совсем тяжелые дети, это дети с особенностью в развитии непосредственно, именно у них есть и учебные трудности, и определенная степень развития. И я поняла, что там я просто словила себя на том, что я испугалась уже рожать детей, что я думаю, что вот у моего ребенка 100% это будет. И, в общем, я поняла, что это не мое, я так не смогу. То есть все-таки, когда ты работаешь в школе, ты работаешь с определенным контингентом, с определенными детьми, которые, скажем так, могут учиться, могут спокойно быть как бы частью общества. Если в реабилитационном центре смотреть, то там в основном большинство это все дети с ПУЭ и достаточно тяжелые дети, поэтому, не для каждого эта работа. Я поняла, что, я бы, наверное, так не смогла всю жизнь. Я просто еще люблю заниматься самокопанием, я начинаю сразу искать все проблемы и у себя тоже. А тяжело ли вам было переключиться с должности соцпедагога на должность логопеда в нашей школе? На самом деле, конечно, страх был, потому что, когда ты работаешь в определенной уже сфере, ты уже все знаешь, ты уже, рыба в воде, но тут ты приходишь в новое, но все-таки у меня было уже образование на тот момент, и я подумала, что я попробую, посмотрю. Всегда, как говорится, вернуться в то, что ты знаешь, ты всегда можешь. Но оставаться на том месте, где ты остаешься, это удобная позиция, но можно искать что-то более, скажем так, для себя, пусть неудобное, но для себя что-то новое. Поэтому... И вы классный руководитель в 8 У? Да, в прошлом году я была дважды классным руководителем. У меня был 9-й У-класс, который выпустился в прошлом году, и 7-й был класс, да. Воспользуемся возможностью, передадим им привет. Да, привет, ребята. Вот. И они задали огромное количество вопросов. Серьезно? Да, я записал где-то 7 вопросов, часть отфильтровал. И один из вопросов звучал так, что если бы имелась возможность начать жизнь с чистого листа, исчезнуть и появиться в новом месте, с новой профессией и карьерным путем, что бы ты сделала бы? На самом деле я бы, наверное, пошла бы по тому пути, по которому и есть, потому что, в принципе, можно много времени говорить о том, что вот если бы, да кабы, и там что-то получится. Моя жизнь, в принципе, получалась таким образом. Сначала я жила в одной стране, потом переехала, сложились обстоятельства так, что мне пришлось вернуться. Лет в 20, 23-24 я предполагала, что в моей жизни в 25 уже будет все по-другому совершенно. И я поняла, что в моем случае предполагать что-то лучше не стоит, а лучше жить вот как есть сейчас, и самый лучший, как говорится, формат тогда и получится у меня. Поэтому я бы, наверное, ничего бы не изменила. Я рада
тому, что у меня есть сейчас. Очень такой уверенный ответ, спасибо за него. В феврале у нас проходит парад в школе в честь Дня независимости Эстонии. В данном параде принимают участие ученики с 7 по 12 классы нашей гимназии. Скажи, как тебе данное мероприятие? Ну, вообще, хорошо, типа, все идут, красиво, прекрасная музыка, респект всем. Как ты думаешь, можно было бы данное мероприятие провести в следующем году тоже? Ну, была бы погода потеплее. Все, хорошо, спасибо большое. Очень весело, круто вообще. Как вы думаете, можно ли такое мероприятие провести в следующем году? Конечно, обязательно, это уже традиция нашей школы. Большое вам спасибо, хорошего праздника. Представитель ученического представительства, давайте спросим у него. Это прекраснейшее мероприятие. У меня прекраснейшее настроение, у меня гордость на сердце. Я считаю, каждый год надо устраивать такое мероприятие, оно прекрасно. Что вы думаете о данном мероприятии? Нормальное. Наша гордость, ласточка. Мне все очень нравится, чувствуется командный дух нашей школы. Да, надо будет сделать его еще более активным. Хорошего праздника! Как мы видим, сегодня у нас очень много разных учеников, очень много разных гербов. И сейчас мы спросим у одного из учеников, кто носит гербы, каково ему сейчас, нравится ли ему данное мероприятие. Я представляю 10 Б класс, это очень хорошее мероприятие, все очень отлично, все превосходно. В следующем году обязательно надо проводить подобные мероприятия. И на связи с нами учитель Лосnomяйской гимназии Ольга Раевская. Сегодня мы спросим и у нее, каково вам данное мероприятие? Очень ответственно, очень переживали. Мне кажется, нужно, очень здоровская традиция, очень хороший организационный момент и что-то необычное, так что такое новое веяние в нашей традиционной жизни школы. Каково тебе погодка и каково тебе держать флаг? Погода замечательная, держу флаг, потому что родина моя. Правильно, молодец. Какие у тебя эмоции? Эмоции переполняют просто. Люблю Эстонию. Спасибо тебе большое, хорошего тебе праздника. Да, спасибо. Что бы вы сказали ученикам в этот день и как вам погода? Погода чудесная, на самом деле, очень солнечно, чуть-чуть прохладно, но в общем и целом можно жить. А ученикам я бы сказала, что помните, что именно вы продолжение этой страны, берегите свою культуру и свой народ. Вы будущее этого государства. Большое спасибо. И с нами директор Лосnomяйской гимназии. Давайте спросим у нее, как у нее настроение, что бы она сказала ученикам сегодня. И это все. Как вам погода? Я очень рада, что такое мероприятие у нас состоялось. Сегодня у нас с самого утра, с 9 утра торжественные мероприятия. И я благодарю всех детей, которые пришли на эти мероприятия. Все были молодцы, и танцоры, и певцы, и все те, кто просто пришли поучаствовать. Погода холодная, но мы стойко выдержали и прошли 2 круга вокруг школы. Я надеюсь, это будет совершенно новая, но очень хорошая традиция. Спасибо всем. Большое вам спасибо. Хорошего праздника. Спасибо вам также. Всех с праздником. До свидания. Понравилось? Очень круто! Здравствуйте, Никита. Совсем недавно мы с вами сидели в кабинете, записывали подкаст, а сегодня мы уже здесь, на улице, на празднике. Расскажите ваши эмоции. Действительно, у нас очень интерактивный подкаст, у меня прекрасные эмоции, вы смотрите, какая прекрасная погода. Здесь атмосфера единства, радости и благополучия, и это не может не радовать. Большое спасибо вам. Хорошего вам праздника. А мы возвращаемся обратно к нашему гостю Анне Боровковой и послушаем, как же интересно она будет разговаривать дальше и рассказывать нам про логопедию. Увидимся. Увидимся уже в кабинете. И хорошего вам праздника. Отличного вам праздника. Можно позадавать глупые вопросы, связанные с логопедией, логопедикой? Давай. Можно ли у людей, которым там уже 20, 30, 40 лет, исправить, вылечить картавость? Я, на самом деле, наверное, если с точки научного зрения смотреть, наверное, это все возможно, было бы желание. Но привычка, она формируется с детства, и если есть определенный возраст, когда это исправляется, и только тогда это можно сделать. Ну, я считаю, что, наверное,
лет в 30, эта вероятность равна там, ну, 5% от силы. Мгм. Но мне кажется, что к такому возрасту тоже становится фишкой человека, частью его характера. Да, да, это тоже как бы. Но есть, я, кстати, знаю случай, когда у меня знакомая одна, она специально сделала себя картавой лет в 20, и вот по сей день она картавая. То есть она специально так говорила и выработала себе просто привычку. То есть можно разучиться. Да, можно изучиться, ну, скажем так, сделать себе хуже, ну, как бы это ее фишечка такая. Мгм. Я на самом-то деле тоже картавил, и мне вылечили картавость, получается, в 1 классе. Мгм. Я не понимал, как можно произносить букву «Р», а потом, ну, я вот не получается, и у меня какие-то размыленные воспоминания, но в какой-то момент у меня просто начало получаться это. И огромное спасибо нашему школьному логопеду, который до этого у нас работал. Анна Юрьевна. Да, до Анны Боровковой. И, ну, по сути, вот ты работал, получается, и соцпедагогом, и логопедом. Вот скажи, пожалуйста, насколько сейчас популярно булить детей за картавость или другие речевые дефекты? Ой, на самом деле, мне кажется, этого вообще нету сейчас. Это вот когда я училась в школе, ну, я вот всегда рассказывала, например, когда была социальным педагогом на своем примере, что меня булили в школе. Меня правда булили в школе, потому что у меня был лишний вес, и я из-за этого, ну, на самом деле очень там страдала, но в школе учителя как бы не обращали на это абсолютно внимания, ну вот все обзывали друг друга, и это казалось нормой. Сейчас же, там, не знаю, слово ребенок один другому скажет, и на это настолько обращается внимание. И это хорошо, что сразу на каких-то маленьких этапах это все заканчивается. Поэтому мне кажется, что сейчас дети вообще настолько уже им все равно между собой они, хоть он будет один на китайском, другой на французском, они найдут коммуникацию между друг другом без проблем. Угу. Поэтому этого, мне кажется, что нет. А вот какие самые частые причины, из-за которых детей начинают булить? Наверное, все-таки какую-то в большей степени, наверное, его особенность. То есть вот он не понимает социальных норм. То есть часто бывает такое, что вот ребенок, ну как бы, он привык, что вот так вот, ну, он себя ведет, а общество ведет себя по-другому. И вот из-за этого может возникнуть проблема, что как бы ребенок вот в классе один такой, а остальные себя ведут по-другому. И, кстати, это бывает проблема, когда один ребенок хорошо себя ведет, а остальные плохо, и его за это тоже могут начать булить, потому что, ну... Выделяешься. Да, ты выделяешься от общей массы. Угу. И как с этим работать? Ну, здесь должна быть, конечно, работа классного руководителя первостепенно. Или предметников тоже, потому что классный руководитель не находится на всех уроках с классом, все-таки должен обращать на это внимание непосредственно тоже предметник. Вовремя сообщить. Не так, что, скажем так, вот, ну, как бы есть ситуация, но моя хата с краю, ничего не знаю, вот эта вот позиция. Все-таки должен сообщить классный руководитель, тогда уже, поговорить с этими детьми, что вот так вот делать не надо, поговорить с этим ребенком. И там сообщить семье, если есть такая необходимость, если повторяющаяся какая-то история. Всегда нужно непосредственно обратить внимание на это все. Не спускать на то, что вот сегодня они так себя ведут, а завтра, этого не будет. Нет. Это может продлиться, и может быть это чем-то скрытым дальше. Ну, то есть лучше перебздеть, чем недобздеть. Да. Если простым языком не кит, то да, лучше так. Отлично, то есть будем брать на заметку. Я думаю, так, у нас все педагоги знают это, конечно же, это такая азбука АБЦ, очень просто. А вот интересно будет спросить как раз про опыт логопеда. Вот как это выглядит? Вот до какого класса в нашей школе отправляют к логопеду? Ну, вообще, на самом деле, если брать по книжкам, то все-таки в Эстонии это сделано так, что логопед работает и там чуть ли не до 9 класса. Если у ребенка в решении РАЭЛ это прописано, то как бы ты должен с ним работать. Ну, естественно, это уже письменная речь развивается, но в целом, как бы, если говорить про устную речь, то это, до класса 3-го типа. То есть дальше это уже как бы просто учишь его правильной там письменной речи. Потому что, если брать по книжкам, конечно, после 12 лет вероятность того, что ты исправишь какие-то звуки, как я сказала, мизерная. А вот интересно, вот в твоей практике, вот какие самые частые дефекты сейчас? В основном это именно наложение языков, то есть в большей степени, когда, например, очень много украинских детей, у которых непосредственно, домашний язык украинский, в школе они говорят по-русски, учатся на эстонском, либо просто педагогическая запущенность с точки зрения именно, когда, скажем так, была проблема, допустим, в садике, а родитель не обратил на это внимание. Это все-таки запущенность уже семьи, то есть, и, как в детском саду хорошо, и там не обратили внимания, но ты же с ребенком дома общаешься, ты же слышишь, что он
говорит неправильно. Непосредственно В плане мешает языке. Мешает языки, не проговаривает звуки. То есть, если ребенок, например, звук не проговаривает, то потом это накладывается и в изучении эстонского языка, кстати, тоже. Потому что ребенок не слышит звук на уроке непосредственно, например, он не слышит ше, он слышит ше как се. Но это тоже проблема, он напишет тебе неправильно. И из-за этого как бы в большей степени, конечно, звуки и однофразовая речь. То, что дети говорят, да, нет, вот у него вот, ну, как бы речь состоит из отдельных фраз и все. То есть сейчас это, ну, я бы сказала, поголовно у детей. А вот есть случаи, где мешают именно русский с эстонским? Ну, такого, наверное, такое имеет место быть. Они запоминают, у них у всех уже кот это Кася, собака это Койер, особенно если мы берем, например, маленьких детей. Вот в реабилитационном центре у меня была такая проблема, то цвета это все только на эстонском. То есть, ну, на самом деле в изучении языка очень важно, чтобы и свой родной язык был в норме. То есть в норме такой, что нет проблем именно речевых. Если он просто не знает своего родного языка достаточно, то, к сожалению, он не может, ну, правильно, как я уже проговорила, ну, например, даже звуки не слышит. В общем, да, вот, наверное, в большей степени вот это. Но что-то путают, конечно, да. Буквы очень многие там напишут эстонскую, надо было русскую, то есть многие там алфавита не знают, но это как бы такие, даже я бы уже сказала, наверное, мелочи в наше время. А вот есть картавость, а есть шепелявость. Ну, это надо все как бы, это сугубо у каждого ребенка сугубо индивидуальная ситуация. Нужно, конечно, все, ну, там, условно, как мы уже ранее сказали, что ситуация должна быть исправлена там, 10 до 12 лет. Если звуки не поставлены, то она остается, ну, там, с ребенком на всю жизнь. Но, конечно, терапия именно логопедическая, она должна быть у ребенка. Как бы, если есть проблема в детстве, то ее нельзя упускать. До определенного возраста родители, ну, обязаны обратить внимание на то, как... для меня, например, сейчас, вот как я раньше была в роли социального педагога, я не видела каких-то проблем педагогических, скажем так, так глобально. Для меня, например, сейчас удивительно, когда приходит ребенок, ну вот он ничего не знает в 1 классе, и думаешь, ну как, ну есть же вот готовность к школе, а оказывается, ну как бы вот возраст подошел и все. Вот надо идти в школу, а пришел с тем багажом, который есть. Ну вот у нас в прошлом выпуске Светлана Удрас говорила, ну, обратное, что писать, читать школа научит. Ну, научит, конечно, да, в любом случае тебе дадут, как говорится, определенные навыки, но в целом все равно очень большая роль ложится на родителей тоже. Если не кладутся, скажем так, такие коммуникации, как, такие вещи, как, например, условно, даже те же самые привычки не вырабатываются. Ребенок вот даже у меня в классе очень большая проблема с этим, когда ребенок не можешь прийти к первому уроку. Никита, у тебя, наверное, тоже в классе такие проблемы есть. Просыпает, играет долго, нет режима. Это тоже все накладывается на родителей. Мы не можем, как учителя, заставить ребенка лечь в 10 спать. И там не играть до 12 ночи. Так и непосредственно, например, домашнее задание. Обязательно ребенок должен выполнять дома домашнее задание, это чтобы закрепить все то, что он получил на уроке. И поэтому, как бы, большая роль, конечно, родителей. Вклад родителей в, как скажем так, рост своего ребенка. Ты сказала то, что нужно замечать за своим ребенком. А если родители с поставленной речью нормальной, то они сами в силах еще в дошкольном возрасте абсолютно поставить своему ребенку речь тоже? Ну вот это я, кстати, вообще не верю. Я не знаю, может быть, есть какие-то уникумы. Я считаю, что, как говорится, ты же вот, например, у тебя дома протекла, не знаю, там, батарея, ты же не будешь ее сам чинить? Все-таки для каждой, скажем так, для каждого действия должен быть свой специалист. То есть ты не специалист, не надо в это все лезть. Это, кстати, как про язык, изучение эстонского языка. Если у тебя есть C1, это не значит, что ты должен с ребенком говорить дома по-эстонски. Один человек, один язык. Я не знаю, Светлана говорила об этом или не говорила. Но нет, не говорила. Все-таки ребенок, тогда у ребенка начинается мешанина в голове. Тут мама говорила с ним по-русски, а вдруг заговорила по-эстонски. И потом начинается от этого больше проблемы. Все-таки если ты не специалист в этой области, ну не надо. То есть можно навредить, как говорится. Зачем это делать? Там как в клятве Гиппократа. Не можешь помочь, главное, хотя бы не навредить. Да, вот это из той серии. Как бы, я, например, у меня сломается компьютер, я же не буду его сама чинить. Я пойду к специалисту, который в этом разбирается. Также и логопедия, да и любая другая вообще, в принципе, сфера, мне кажется. Ну вот за время, что вы работали логопедом,
по статистике такой небольшой, с какой проблемой к вам больше приходили? С картавостью или с шепелявостью? В целом со звуками проблемы сейчас. А может быть такое, что оба таких Вообще, особенности? если вместе? приходят, то там прям букет звуков, которые вот не поставлены. В целом речь такая, что ребенка не понять. Например, очень сейчас вот в первых классах, например, ну и во вторых тоже, когда учитель говорит, я его не понимаю. То есть я еле с трудом могу понять, что он говорит. Вот больше вот в таком уже ключе. То есть не какие-то там отдельные истории, а уже глобально, скажем так, проблемы. Но это ведь, получается, культивируется при помощи родителей. Типа родители поняли этот псевдоязык и произношение, акцент и так далее, но другие к этому не привыкли. И они не обращают на это внимания. Ну да, можно же привыкнуть и к картавости. То есть даже, человек говорит, но ты уже там через неделю к этому привыкнешь, и кажется, что он всегда так говорит, и это нормально. Также, и, наверное, и родители к ребенку, да, привыкают. Но и зачастую это как бы тоже может быть какой-то, недостаток времени тоже находиться с ребенком. Сейчас все-таки мы живем в таком мире, когда родители, вынуждены работать так, чтобы, обеспечить свою семью. Поэтому, возможно, тоже от недостатка времени, недостатка общения с ребенком. Такое тоже возможно, да. А какая позиция в системе поддержки более эмоционально тяжелая, соцпедагог или логопед? Однозначно социальный педагог, потому что проблемы разные, ситуации разные. В принципе, объем работы, мне кажется, и у логопеда очень большой объем работы, и у социального педагога большой объем работы, но он разный. Все-таки тут у тебя уроки, которые ты проводишь, и либо это индивидуально, либо это групповые, и то есть ты знаешь, что вот у тебя вот сегодня вот только вот это, а социальным педагогом у тебя может случиться все что угодно. В этой школе происходило все что угодно, поэтому ты всегда удивляешься, скажем так. Я не знаю, Никита, наверное, тоже, когда дежурит, видит разные ситуации, поэтому как бы и умножь это на 100. В общем, за неделю ты можешь просто увидеть разного. Поэтому, конечно, социальным педагогам, наверное, с точки эмоционального, конечно, сложнее. Это, наверное, интересно знать всю драму школы. Иногда уже казалось, боже мой, меня уже сложно чем-то удивить, но меня удивляли. Поэтому, да, разное, конечно, было, да. Получается, за 3 года, что вы работали соцпедагогом, уменьшилось ли количество травли за это время, за такой срок? Прям так сказать, что уменьшилось, не уменьшилось, я не могу, но в целом там случаев-то было, наверное, небольшое, так, в принципе, количество, и, называть это как бы травлей было даже тоже очень так скептически, потому что, как я уже сказала, Никите, что ситуация иногда поворачивается совершенно в другую сторону. Но в целом и в нашей школе очень хорошая система поддержки, это правда. Мы очень быстро все ситуации разбираем, у нас никогда дети не остаются без внимания. То есть всегда, да и в принципе учителя у нас очень хорошо обращают на какой-то либо случай всегда внимание, всегда сообщают. Нет такого, чтобы прошел без и не обратил внимания. Угу. Мне, например, 8 У сказал на уроке, что они не чувствуют, что за них достаточно заступаются. Возможно, это потому, что им кажется, что я всегда строгая и все такое. Да. Заступаться — это разная ситуация, как бы. Заступаться, смотря за что. Перед учителями, если учитель что-то переборщил. Я не скажу, что конкретно с 8 У кто-то из учителей что-то перебарщивает. И скорее это их ощущение такое, что с ними переборщили. Просто они же не знают, что происходит в других, например, классах с другими детьми. И конкретно, если я выслушаю ребенка, я понимаю, что учитель был, скажем так, в частности, это прав. Просто, всегда дети расскажут так, как это было удобно в их сторону. А ты же разговариваешь с учителем и понимаешь, что при этом ученик, вел себя плохо, делал какие-то вещи, понятное дело, что любой человек может сорваться, может что-то, скажем так, сказать, и просто, нервы сдают. Начнем с того, что мы очень большая школа, практически 400 человек в одну смену учатся. И, естественно, у учителя проходит каждый день больше 100 человек, и, просто может устать. То есть всегда нужно делать скидку на это. А ты также ведешь уроки человековедения. Да. Расскажи, что интересного происходит на этих уроках, потому что, есть такие прям супер популярные темы в виде полового созревания и все остальное. Как будущим молодым специалистам, придя работать с классом, абсолютно комфортно говорить на эти темы так, чтобы и ученикам было комфортно, и учителю было комфортно, потому что, например, мой опыт этого всего таков, что когда ты начинаешь
просто спокойно об этом всем говорить, говоришь, типа, да, я понимаю, что вы смеетесь, это нормально, то они как-то успокаиваются, и как будто это не то, чего они ожидали. То есть они не видят этого стеснения со стороны учителя, и поэтому сами перестают чувствовать какую-то неловкость. На самом деле, эта тема у нас следующая, с 8 У. Но когда у меня был предыдущий класс, 9, ну, который выпустился в прошлом году, у них, так как это украинский класс, у них вообще об этом не говорят, как оказалось. Для них это было каким-то нонсенсом, они были в ужасе, что, оказывается, у нас об этом так спокойно говорят. Но на самом деле, как ты правильно сказал, просто об этом говорить спокойно. Всегда есть как бы вещи, на которые, ну, если они даже какой-то, ну, скажем так, немножко глупый вопрос зададут, но отнесись к тому, что это дети. Просто сказать, что, ну, вот, да, так, по-другому не бывает. И, ну, всегда, если есть какое-то там со своей стороны смущение, просто я знаю, что есть учителя, которые у нас, например, смущаются про такую тему поговорить с ребенком, потому что когда я была социальным педагогом, были там разные ситуации, и, например, могли сказать, что вот такая ситуация, и как об этом поговорить. Ну, просто всегда есть видео, которые можно найти в интернете, обучающие, хорошие, которые расскажут вообще, как вот происходит в организме изменения между девочек, у мальчиков. Всегда главное, ну, как говорится, найти нужный подход для себя, который тебе подойдет непосредственно, потому что, ну, все здесь сугубо индивидуально, я считаю. Лёш, ну вот ты как ученик, как для тебя проходили уроки полового созревания? Да вообще, на самом деле, сначала, когда они только начались, иногда смеялись, иногда, наоборот, учитель начинал говорить, что все это нормально, но тогда тоже переставали как-то шутить. И, ну, может, там в своем кругу что-то подшучиваем, а так на весь класс, чтобы не было. Ну, и потом просто сходили в музей, где нам чувак просто все рассказал. Чувак. Ну, слушай, Никита, ты же, наверное, тоже, когда учишься в школе, у вас это на уроке эстонского языка какие-то фразы звучали по-русски смешно, ну, вы тоже хихикали. Ну, конечно, это первый урок там, ну, есть, но потом успокаиваются дети. У нас тут за кадром Алина сидит тоже, одноклассница. Алина. Я хотела сказать, что когда мы были в 8 классе, и у нас были вот уроки причеловековедения, я знаю, что мы попали в то время, когда все это началось только во время коронавируса, когда были онлайн-уроки, и нас тогда разделили мальчиков и девочек отдельно, что на тот момент наш классный руководитель Юлия Меркулова нам это рассказывала. То есть мальчики были отдельно, и девочки были отдельно. Также в школе у нас вроде были какие-то уроки, когда тоже мальчикам вам отдельно об этом рассказывали, девочкам отдельно, чтобы не было вот этого какого-то... Смущения. Да, смущения для каждого пола. Мне кажется, нужно, наоборот, всем вместе рассказывать, потому что всем нужно знать про всех, мне кажется, потому что так будет меньше недопонимания, каких-то трудностей в более взрослой жизни самостоятельно. Ну, я тоже, кстати, не приверженец того, чтобы делить все-таки, ну, как бы мальчики должны знать о проблемах девочек, а девочки должны знать о проблемах мальчиков. Это ведь вырабатывает эмпатию. Ну да, потому что иначе потом, как бы, во взрослой жизни ты такой... ребенок, ну, уже будучи взрослым человеком, этот уже выросший ребенок, он будет казаться, что а как вот так? А тут он все узнал, понял и. Да, уже... дорогая, я стесняюсь купить прокладки. Ну да. Ну то есть, ну что это такое? Как можно быть взрослым человеком и сказать? Я боюсь, на кассе кассирша посмотрит косым взглядом, да? Вот мой личный опыт вообще-то на самом деле очень грустный, потому что сначала в 7 классе мы прям с 1 сентября ждали эту тему. И когда она подошла, в конце урока учительница сказала: а это вы прочитаете дома. У нас, кстати, так же, наверное, было, да. Мне кажется, что нам не рассказывали совершенно, ну, когда я была там в 7 классе или в каком-то мы там проходили, я уже не помню, по программе. Это какие года были, как я всегда говорю, доисторические. Вот, поэтому, как бы, я понимаю, что, может быть, тогда учителя были немножко другого поколения, и, наверное, для них это было немножко сложно. Ну вот я не соглашусь, что это именно какое-то поколенческое, потому что потом у нас была Евгения Ворд в 8 классе, и она прям вообще не стеснялась, она все объясняет на практике. Прямо с практикой? Прямо с реквизитом, я бы даже так сказал. С видео. Нет, без видео, но с реквизитом это была шокотерапия. Шокотерапия, да, Сколько часов нагрузка у системы поддержки? У вас как-то это единый стандарт? У вас 8-часовой рабочий день? Как это выглядит? Ну смотри, если говорить про спецпедагога и логопеда, у них нагрузка как у учителей. Если говорить про социального педагога, про хеф-координатора,
психолога, у них просто 7-часовой рабочий день, как и у всех педагогов, но просто ты находишься там с 8 до 15:30, ты в школе. Ты никуда не можешь уйти. Понятное дело, что всякие ситуации могут произойти. У тебя есть, ты даешь, например, какие-то уроки, потому что например, социальный педагог, психолог, психолог вообще, в принципе, индивидуальные занятия. Социальный педагог проводит тоже свои уроки. Есть текущая работа, которую ты должен выполнять. Поэтому, в целом нагрузка у социального педагога, например, мне кажется, что больше, чем у учителя, но просто работа другая. Угу. А вот что самое нелюбимое было в работе соцпедагога? Нелюбимое? Да не было такого, чтобы что-то было нелюбимым. Наверное, просто выматывало то, что ты вот вроде с ребенком поговорил, объяснил, что вот что такое хорошо, что такое плохо, элементарно, скажем так. Через перемену тебе подходит учитель и говорит, вот опять вот. И ты думаешь, вроде твои слова куда-то ушли, просто в ноль. Угу. Вот это, наверное, как бы безысходность такая, скажем так, в конкретной ситуации. А неужели вот эту бюрократию тоже нравится заполнять? Протоколы? Писать в линовалицус? Это, кстати, вообще как бы не сложность какая-то. У тебя таких, ты же не каждый день там условно это пишешь, там не на каждого ребенка. Когда это уже доходит, это уже, скажем, такой случай, когда все не так хорошо. В основном ты просто, конечно, если какая-то ситуация произошла, ты должен сообщить родителям. Я всегда писала в Яколь, что вот сегодня произошла такая-то ситуация, и всегда звонила родителю, чтобы, все-таки словесная, как бы, история как-то лучше. Мне казалось, что все-таки, поговорив с человеком, как-то ты донесешь ситуацию лучше, потому что им родитель сразу все свои вопросы задаст, которые, необходимы по поводу той или иной ситуации. Вот смотрите, а если, например, я вот хочу выставить негативную оценку ученику, а ученик мне говорит, не ставьте, пожалуйста, мне 0, единицу или двойку, меня бьют дома за оценки. Ой, тогда я всегда... Вот как поступать? Вот он шутит, он вымаливает прощение, или он реально боится? Всегда нужно тогда сказать, то есть если ты сейчас сообщаешь о том, что тебя бьют дома, то есть я должен об этом, как учитель, в твоем случае, Никит, я должен, как учитель, сообщить об этом дальше, так как ты находишься, в небезопасной среде для себя. И у ребенка сразу, ты сразу поймешь по его реакции, шутит он или все-таки у него действительно там что-то нехорошо. Всегда нужно как-то по-взрослому посмотреть на ту или иную ситуацию и спокойно ответить. Так же, как, кстати, как и на уроке шутка какая-то. Ребенок очень часто, как социального педагога, ко мне подходили, например, учитель говорит, вот ребенок то-то сделал, вот то-то. Он чуть ли там из штанов не выпрыгивал. Господи, скажи ты как учитель, как взрослый человек. Я знаю, что, Никита, ты часто такое используешь, что ты можешь какую-то шутку сказать детям, и как бы вроде все в порядке, все хорошо. Интересно, какие шутки до тебя доходили, которые... Не знаю, что-то дети там говорили, но не было такого прямо чего-то с цензурой, так скажем. Я просто очень люблю всякие пословицы, фразочки, мемчики, поэтому все, кто у меня учится, прекрасно знают, как я ловко их вставляю. Лейминг мемов. Происходит, да, круговорот мемов в природе. Мем пядовус получается. Да. Так, окей, хорошо. А вот... Если бы ты была бы учителем-предметником, то какой бы урок ты ввела бы? Ой, не дай бог. Я всегда думаю, боже мой, не дай бог. Может быть, с учителем русского и литературы я, кстати, очень люблю. Я очень люблю читать, и, в принципе, мне нравится в целом доносить тот или иной предмет, но как-то прям как учителя, прям полноценного, я себя, честно скажу, что я не вижу. Я боюсь, что у меня через какое-то время я буду знаете, учительница из мемов. Там по географии 2. Да. Я боюсь, что я очень быстро стану. Я иногда, кстати, на себе замечаю такое, что вроде я не так давно работаю в школе, но какие-то фразы у меня появились вот эти вот. И я думаю, боже мой, не дай бог. Такие клише, типа, а голову ты дома не Да, не настолько, конечно, но вот что-то из той же серии. Да. То есть у меня бывало такое, что проскальзывало, поэтому нет, учителем я себя прям полноценным учителем я себя не вижу. Хотя как бы в роли учителя я есть, я веду анимес импетус, я классный руководитель, так или иначе, и логопед это то же самое, что учитель, в принципе. А вот есть какая-то профдеформация? Конечно. Вот профдеформация, я уже об этом сказала, когда про реабилитационный центр говорила, что ты сразу, вот именно если ты работаешь в таком учреждении, где вот какие-то непосредственно происходят ситуации, ты сразу это ищешь у себя в семье. Ты все равно это переносишь домой. Все проблемы ты приносишь домой так или иначе. То есть ты все равно это как-то,
на тебе оставляет этот отпечаток. Ты не просто выходишь со школы, скажем так, и такой белый лист бумаги. Как я ходила, когда в театрале, нас учили, вот, давайте... Кстати, хорошее упражнение тоже для детей. Заходишь, ну, вот мы все сидели вот полукругом, здесь руководитель наш, художественный руководитель был, и закройте глаза и представьте перед собой белый лист бумаги. Просто минуту ребенок представляет белый лист бумаги. И забудьте все, что с вами сегодня происходило. Это на самом деле помогает, кстати, даже с детьми можно такой вот проделывать. Но ты, будучи взрослым человеком, ты так уже не можешь отпустить ситуацию и выйти из школы, особенно если у тебя что-то, какая-то несправедливость. У меня очень такое большое чувство несправедливости, когда если что-то происходит, мне хочется рвать и метать, поэтому, конечно, это не отпустишь так просто. Поэтому есть, конечно, профдеформация в любом случае. Не, ну вот я думаю, ты согласишься, что работа в школе, она действительно, она веселая, потому что она всегда, ты никогда не ожидаешь, какой у тебя ждет рабочий день. Конечно, однозначно, что так весело, как я проводила свое рабочее время здесь за 3,5 года, я нигде, мне кажется, не проводила, хотя я работала очень в разных сферах. Поэтому нет, конечно, однозначно. Но и, в принципе, она как бы дает все равно возможность такой жизни. То есть ты все равно, ты общаешься с детьми, то есть и ты видишь их, скажем так, отклик, то, что они к тебе обращаются за помощью. Даже вот ко мне на самом деле, мне кажется, когда я была социальным педагогом, очень сложно было бы найти человека в нашей школе, кто не знал, кто такая Анна Боровкова. Ну, правда, в шутку всегда я это говорила, что они всегда: «О, Боровкова идет, Боровкова идет». Ну, ты их знала или не знала? Я знаю всю школу в лицо и половину, наверное, поименно. Вот. То есть нас ждет огромное количество просмотров. Никита, есть плюс в этом для тебя? Есть. Будет хайп. Да. Вот опять же вопрос от 8 У. Они спросили: двойные стандарты. Как ты считаешь, есть ли у тебя какие-то двойные стандарты, которые ты требуешь от учеников, но сама не соблюдаешь? Ой, нет, абсолютно нет. Если я считаю, что, если я говорю какие-то вещи, то я от себя это тоже требую. Это то же самое, что ты, будучи родителем, говоришь, что курить плохо, но при этом стоишь, куришь сигарету. Конечно, нет. Если ты говоришь, что опаздывать плохо, то есть, ты сам не должен опаздывать. То есть нужно соответствовать и жить по своим же советам. Конечно, да. То есть, иначе ребенок скажет: а вот вам можно... Вот, кстати, это я очень часто слышу это от учителей многих. Я учитель, я взрослый человек. Нет, если вы это требуете от ребенка, то, пожалуйста, тоже как бы соблюдайте непосредственно те правила, от которых вы хотите от детей. То есть, если опаздывать плохо, курить плохо или, не знаю, что-то делать нехорошее, то ты как взрослый человек, ты тем более не должен этого делать. Просто априори, потому что ты взрослый человек. Вот я бы хотел поднять, на самом деле, такую, мне кажется, вечно актуальную и серьезную тему того, как кто одевается в школе. Потому что постоянно, мне кажется, вот я учился, постоянно кого-то говорили, наряд какой-то не такой. Сейчас можно услышать, что вот ко мне учительница докопалась, как я оделась. Вот как мы можем, как нам, ученикам, односмысленно донести идею о том, вот как в школе адекватно одеваться, а как неадекватно, чтобы не быть, получается, такой полицией нравов? Начнем с того, что школа — это все-таки академическое учебное заведение. Здесь, конечно, родители должны донести первостепенно, что в школу приходить в топике, не есть окей. Или рваные джинсы еще хотя бы, я уже делаю на это скидку, но все-таки, что когда ты полуголый приходишь в школу, наверное, нехорошо. Но при этом, замечание всегда делала очень корректно, говорила: штанишки вверх, футболочку вниз. И вроде ребенок понимал, что так нехорошо, но при этом не, скажем так, ты сказал правильно, что не опустить его достоинство в том, что право выбора у нас у всех детей есть, конечно, что носить, каждый выбирает сам. У нас нет школьной формы. Это мы не та школа, где, скажем так, все должны выглядеть едино, но, конечно, первостепенно, классный руководитель должен объяснять какие-то вещи. Первый классный час, который ты встретился с 1 сентября, напомнить детям, что носить сменку, что есть определенная одежда, куда можно прийти в том-то, куда нельзя. Но есть просто этикет. Это тоже этому учат. Взрослый человек должен просто донести это. Конечно, и семья дома должна проговаривать непосредственно вещи. Просто можно сделать небольшое напоминание в ЕКОЛ для родителей тоже, что уважаемые родители, что, пожалуйста, школа — это учебное заведение, нужно одеваться непосредственно корректно, для никаких открытых и сильно коротких вещей. Я бы тут обратился к нашим зрителям. Вот напишите в комментариях, если вы досмотрели, во-первых, до этого момента. Во-вторых, не забудьте поставить лайк, подписаться, потому что по статистике только 30% смотрят нас с подпиской. А вопрос к нашим зрителям. Вот как вы считаете, наши дорогие ученики, жесткие ли у нас стандарты одежды? Вот нас
нас гоняют как учеников за каждую неправильную одежду, или все-таки действительно у нас этот баланс, что можно одевать в школу, что нельзя, он выверен и держится на нормальном уровне, адекватном. Будет интересно почитать в комментариях. Ну, конечно, от себя я хочу добавить, что все-таки учитель должен соответствовать, потому что если как бы ты требуешь от ребенка непосредственно внешний вид правильный, то и учитель должен тоже соответствовать тому образу, который ты требуешь от детей. Ну да, потому что самое простое, что дети всегда делают, они начинают зеркалить аргумент. Мгм. А вы. Да, потому что, ну, как для ребенка, и первое лицо, это, конечно, естественно, классный руководитель. Он смотрит, а вот там-то вот можно, потому что вот так-то. Нет, ну, как бы, все-таки, просто потому что вы взрослые, вы должны, как бы, ну, быть немножко выше именно вот этих вот стандартов, скажем так. Леша, вот у тебя были какие-то такие ситуации? У меня нет. Ну, Не лично с тобой, а в принципе в классе. Не, ну в классе, конечно, было, что кого-то там, типа, говорили, что штаны подтяни, футболку одерни. ну, я же это делаю, наверное, корректно. Ну да, конечно. Ну как бы, а так... Я ходил вот как всегда, вот как сейчас скажу. В принципе, ничего не поменялось, да, Как бы Лёша? и А вот- никто меня не ругает. А вот как современная психология, социология говорит по поводу школьной формы? Это зло, это не зло, это выбор каждой школы по отдельности? Есть ли какие-то плюсы от этого, минусы? Ну, если с точки зрения, конечно, там какого-то, ну, социологии, конечно, ну, с точки зрения, ну, например, сейчас вообще с этим в школах борются, потому что все-таки у нас же государство такое, что мы каждого человека принимаем его индивидуальность, а, ну, например, для детей с особыми образовательными потребностями это вообще сложность. Не выделяться, не надевать капюшон. Капюшон это тоже средство защиты, как и игрушечки, знаете, вот сейчас есть, например, маленькие дети, которые почему они приносят с собой в пенале кучу разных игрушек. Это тоже средство защиты, но вот ему важно, вот он нервничает, ему вот сидеть, вот это все потирать, и он успокаивается. Поэтому, конечно, вот эта вот единая система, это, конечно, нарушение какого-то именно собственного, для таких детей, собственного я. Поэтому лично мое мнение, я считаю, что это прекрасная история. Никто не выделяется, нет каких-то определенных проблем, связанных, например, с социальным уровнем семьи. Все-таки. Ну, то есть у кого-то более дорогая да, одежда, у кого-то менее. Ты в Джордана ходишь, а ты, не знаю, в Пепка ходишь. И все от этого начинается там, ой, а ты там не можешь это себе позволить. А так все едины и все равны. А вот у нас шеймят, стыдят за какую-то там, за паленую одежду, за небрендовую одежду. Не знаю, Никит. Потому что на самом-то деле я вот сталкивался, что ко мне, например, ученик говорит, типа, вот угадайте цену моих кроссовок. И я начинаю там гадать, и там цены доходят до 500 евро. То есть ученикам прям очень важно чувствовать, что одежда, которую они носят, ну вот те, кто это озвучивают, что для них это очень важно, что есть прям такая когорта людей. Ну вот я с таким, честно скажу, не сталкивалась, но, наверное, я не похожа на того человека, который, в принципе, будет, кому они подойдут с таким вопросом. Мы немножко не с тобой в разной Совать среде. палец в пасть льва, да? Да, немножко мы в разной с тобой среде. Ну и начнем с того, что твои невероятно красивые кроксы, они оценивают. Все благодаря нашим Да. зрителям, А которые я- обошлись мне Да. 120 евро. Да, а я все-таки тот человек, который выглядит всегда обычно рубашечка, брючки, белые кроссовочки, поэтому, наверное, я не из той категории, поэтому я не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что я с этим не сталкивалась. Ну, наверное, это в любое поколение было, потому что, ну, всегда было, даже когда я училась в школе, ой, да, у меня появился первый iPhone, одноклассник, у тебя iPhone, там, и так далее. Ну, конечно, это было, есть и будет всегда среди подростков. И, кстати, я хочу ввести новую рубрику. Ух ты. Этот ученик 10 из 10, но... О, Ну, не знаю, мне кажется, что это как-то некорректно. Вы конкретного ученика Не, будете? не. Все, я поняла. То есть поняла, да. суть этой рубрики в том, то, что мы берем идеального ученика, представляем в голове и прибавляем ему какую-то черту характера или поведения, и потом оценим то, насколько сильно это опускает его общую картину. Мгм. Ну, то есть, например, ты можешь быть отличником 10 из 10, но ты, например, там, опаздываешь на 10. опаздываешь на все уроки. Мгм. Поэтому правила ясны? Да. Этот ученик 10 из 10, но он просыпает первый урок всегда. Ну, это один сразу. Это не отсутствие дисциплины у человека. Он 10 из 10, но он не делает домашнее задание. Ну, наверное, 5. У меня был такой одноклассник, который очень хорошо учился и не делал домашнее задание никогда. Но при этом ему все удавалось прекрасно. Все Мгм. предметы у него хорошо откладывались. И, ну, все зависит от человека, конечно. Ну, пусть будет 4, хорошо. 4. Он 10 из 10, но он не носит сменку. Летом. 1. А, летом? Ну, по весне.
Ну, смотря Летом, как... весной и осенью, да. Подожди, Никит, смотря какая весна. У нас весна разная бывает. Ну, пусть будет 8. 8, хорошо. Он 10 из 10, но он разговаривает на уроке. Ой, ну, в принципе, 9. Всегда можно найти метод, как его, чтобы он молчал. Хорошо. Он 10 из 10, но он не убирает после себя мусор в классе. Это 1 сразу. Потому что все-таки, ну, если ты уж намусорил, то будь добр за собой убрать. Я всегда говорю, уважаем труд работников школы. Хорошо. Он 10 из 10, но он не ест в столовой. Ну, личный выбор, наверное, каждого человека, поэтому 10 в целом, да. Он 10 из 10, но ходит в магазин. Ну, смотря какой возраст. Ну, в среднюю школу. Гимназия-то понятно. Ну, можно. 5. Ну, мы с этим, конечно, боролись много, но тут ничего с этим не поделаешь, да. Ну, тогда давайте норм или стрём. Норм или стрём, если твой ребенок картавит, но ты говоришь, что ему не нужно ходить на уроки к логопеду. Ну, конечно, выбор каждого родителя. Все-таки я, как будучи взрослым человеком, ну, со своими советами, если их не спрашивают, ну, наверное, не буду лезть. Поэтому, ну, здесь я не могу ответить, норм это или стрём. Выбирает каждый родитель сам. Но с точки зрения педагогики, конечно, это стрём. Но родитель сам выбирает. Норм или стрём картавить? Ну, стрём, потому что выработается неправильная привычка. А есть ли какие-то долгосрочные, там, может быть, неправильный прикус из этого всего идет? Конечно, вообще неправильный прикус формирует, в принципе, неправильное умение говорить. То есть и родитель должен это, конечно, заметить в младшем школьном возрасте, если есть такая проблема, и непосредственно обратиться к ортодонту и, если совсем все нехорошо, к челюстно-лицевому хирургу, потому что потом это может сложиться таким образом, что начнутся проблемы с суставами в более взрослом возрасте. И уже исправить ситуацию будет сложнее. Норм или стрём не дежурить в коридорах? Стрём. Все-таки раз в неделю это должна быть обязанность учителя, и в целом это безопасность в школе. То есть это создает определенную безопасность. Дети бегают, правда, в школе, и не всегда себя ведут правильно, поэтому дежурный учитель создает безопасную среду в школе. Угу. Норм или стрём классному руководителю по утрам не встречать свой класс в гардеробе от 6 класса и старше? Ну, наверное, норм. Никита, к тебе тоже вопрос такой же. Я считаю норм. Норм. А что, они взрослые, что там? Нет, я вижу, конечно же, я иду мимо началки, и там реально бывают трудности, когда они там что-то потеряют и остальное. Начальная школа. Ну, 8 класс, что 8 класс реально там не может сделать? А вопрос в том... А я сразу вижу, кстати, достаточно того, что они придут ко мне в кабинет, и я такая, так, Саша, без сменки. Где сменка? Угу. Саша, кстати, где сменка? Это воображаемый ученик у нас такой, да. Среднестатистический Саша. Ну да, среднестатистический Саша. Просто, я сразу вижу, что нет сменной обуви, мне не нужно там спускаться в гардероб, чтобы посмотреть, есть ли она у него, потому что я вижу, чистая обувь или не чистая, это априори видно сразу. Да, и сейчас, когда зимняя обувь, тоже, сразу понятно. Да. Поэтому, а что они там могут, не переодеться сами? С маленькими, конечно, обязан, либо эпитаби, либо классный руководитель, конечно, должен спускаться, потому что многие маленькие дети даже не умеют сами одеваться или раздеваться. Иногда им нужно помочь эту молнию. То есть я сколько раз сама дежурила в гардеробе, помогала ребенку завязать шнурки, расстегнуть куртку, поэтому, конечно, необходимость такая до 6 класса, это прям обязательно. А норм или стрём выходить на каждом уроке в туалет? Наверное, норм, потому что у каждого есть разные потребности, и учитель же не всегда знает о том, что происходит с учеником, поэтому, конечно, мне кажется, есть необходимость туда. А что, если они будут этим злоупотреблять? Наверное, конечно, классному руководителю учителю-предметнику сообщить классному руководителю, и там уже классный руководитель сама, если что, обсудит этот момент с родителями. Но все-таки это такой этический, гигиенический вопрос, поэтому я считаю, что, конечно... Отпускать с последнего урока на 10-15 минут. Здесь я скажу, что, наверное, стрём, потому что все-таки есть время учебное, его нужно соблюдать. Другое дело, когда... Например, я сама так делаю. Иногда минут на 5 мы начинаем урок последний раньше, и на минут на 5 они уходят
раньше, потому что, ну, если, например, особенно если мы берем вяйки классы, они очень устают к последнему уроку. И просто вот даже сократив вот это время на 5 минут перемены, для них это спасение на уроке. Ты начинай. В общем, блиц-вопрос. Да. Вам сейчас надо будет назвать топ-3 любимых фильма, книги и сериала. И музыку. И музыку, да. Так, давай, с чего начнем? Давайте с фильмов. Фильмы «Марсианин», «Оппенгеймер» и «Пара на празднике». Это рождественское Да, ромком да, мне от нравится. Netflix? Да, мне он нравится. Хотя он совершенно как бы такой не очень умный, но мне он нравится. Просто как бы как отдушина. Мгм. Тогда теперь топ-3 сериала. Сериалов. Так, сложно назвать, какой мне сериал из маньяк. Про маньяков больше понравился. Так, ну, наверное, конечно, не во все тяжкие, этот, который про Дамер? мафию. Нет, про мафию. как- «Сопрано»? Нет, про мафию в этом. «Наркос»? Нет, сейчас, подожди, Никит, вспомню. Про мафию в этом, в Бернингеме. Как они? «Острые козырьки». Острые козырьки. Так, потом из того, что... Так, сериалы, что еще мне понравилось такого? Ну, «Во все тяжкие» мне нравится. И... Ну, «Дневники вампира» мне очень нравились раньше. Скажу честно. Ну, вот мне... И почему мне понравился фильм «Марсианин»? Потому что я прочитала книжку «Марсианин». Потом мне понравилась вот книга про жертву домашнего насилия. Забыла, как она называется. Еще фильм вышел не так давно. Как же он называется? «Все закончится на нас». Да, «Все да. закончится на нас» мне очень понравился. И, наверное, из такого... Ну, из классики книги «Но война и мир» мне очень понравилась. Мы читали в гимназии, мне прям понравилось, да. Целиком? Ну, я «Войну», честно говоря, не читала практически и пропускала. Но там очень сложная терминология, которую должен читать все-таки человек, который разбирается в военных, скажем так, действиях и во всей истории. Поэтому... Но «Мир» мне очень понравился. Мгм. Музыка. Ой, музыка, у меня все плохо с этим. У меня все, что только можно в плейлисте, поэтому начинаю, не знаю, там от какого-нибудь русской попсы, заканчивая каким-нибудь, не знаю, роком. То есть музыку я не могу прям так однозначно назвать, что у меня прям любимая. Мгм. Ну, ты бы назвал себя меломаном? Да, у меня есть все, что только можно в плейлисте. Даже болгарские дудки? Нет, не настолько, Никита. Есть. Пока немножко У тебя есть опережаю. Да. Опережаю. У вас реально есть болгарские дудки? Ну, у меня был специфический одноклассник, его вкусы специфичны. Тогда что вас связывало, интересно, болгарский? Хорошая дружба. Мгм. Я думаю, вряд ли он это смотрит, но я передам привет. Ну, давайте это на такой позитивной, хорошей, дружелюбной ноте, на толерантной ноте. Мы любим любую музыку, мы любим всех Да. учеников, мы любим всех учителей. И пожелаем от наших слуг, ваши слуги, Никита Народ. и Алексей, мы, как ведущие этого подкаста, желаем вам хорошего дня. Хорошей Обязательно. недели. Обязательно лайкайте, Хороших каникул. подписывайтесь, комментируйте, предлагайте новых гостей. И мы с вами прощаемся до следующего эпизода, до следующего понедельника. Всем до свидания. До свидания.